сейчас я буду делать исконно чеченское блюдо. Оно не менялось, наверное, в течение тысячелетий. И состав тоже не менялся продуктов, из которого этого делали. Чайпалкш. Чайпалкш — это значит сплющенные лепешечки с начинкой. Вот. Для этого я приготовила вот мука у нас. Мука. Из темной муки чайпалкш не делали, потому что они выглядели некрасиво. Мука должна была быть высшего сорта. Вот творог. Этот творог я уже накрошила, отжала от сыворотки, накрошила. Сыворотка молочная, сода, соль, топленое сливочное масло, лук зеленый. Я его уже накрошила. Сейчас я буду замешивать тесто для чайпалкш. Для этого я сделаю небольшое углубление в муке. Сыворотка у меня примерно пол-литра, 500 миллилитров, поэтому я соду много не возьму, но вот так вот чайную ложечку. Думаю, этого хватит. Так, чуть-чуть. И чуть-чуть половина чайной ложечки соли. Ну, с солью тут такое дело, если творог соленый, то лично я тесто не солю, если творог чересчур соленый. Если творог соленость нормальная, то тогда немножечко можно добавить соли. Половина чайной ложечки, вот так вот. Теперь беру сыворотку и замешиваю тесто. Сыворотка у меня предварительно немножечко, она у меня теплая, чуть-чуть я ее подогрела. Вот так вот будем замешивать не густое тесто, чтобы чайпалкш у нас были мягкие. Тесто у нас готово. Оно после замешивания расстоялось для набухания клейковины минут 10. Теперь я приготовлю кругляши для моих лепешек. Вот примерно вот такие вот кусочки. Я раскатываю и положу вот так. Вот теперь я раскатала тесто в небольшие кругляши. Сейчас мы будем готовить начинку. На Кавказе существует много аналогов нашим чайпалкш. У осетин, например, это осетинские пироги. Начинка у них разная: свекольная ботва, сыр осетинский, картофель. У ингушей это такие же чайпалкш, только с картошкой. Они их называют өлкш. У дагестанцев это чуду. Начиняют они в большинстве случаев мясом. У нас это чайпалкш, а у кабардинцев это хачины, они их называют, начиняют сыром. Вот это исконно такое кавказское блюдо, только каждый народ делает по-своему. Вот теперь мы будем готовить начинку. Творог. Добавляем зеленый лук, предварительно нарубленный. Теперь вот эти кругляши начиняем творогом. Вот так вот. Сковородка у нас уже разогревается. Сейчас мы будем
печь наши чайпалки, только надо сформировать примерно по размеру сковородочки нашей. Чем тоньше наши чайпалки, тем они считались лучше. Я немножечко вот так вот скалкой раскатаю. Вот я положила наш чайпалк на сковородку. Сковородочка у меня горячая. Сейчас он испечется. И мы положим его пока в отдельную чашку, пока не будут испечены все остальные. Так, и уже можно переворачивать. Вот она у нас спеклась. Вот она спеклась с обеих сторон, мы ее вынимаем. Вот так мы кладем следующий чайпалк. Чайпалки готовы. Теперь мы будем их обмакивать в горячую воду, мыть, промывать горячей водой, чтобы удалить пригорелую муку и чтобы они у нас были мягкие. Вот так, для начала. Сначала блюдо вот так вот смазываем маслом, потому что они не переворачиваются. Вот эту стопочку, вот у нас лицевая сторона, я ее перевернула, вот так я положила, чтобы их класть правильно потом вот так вот. Они, вот лицевая сторона, вот та, что, которую мы первую положили на сковородку, мы будем на блюдо класть вот так. Вот так. Обмакиваем горячую воду, кладем на блюдо и с верхней стороны обмазываем маслом. Масло у нас сливочное, топленое. Вот так. И так все по очереди. Вот. Так, теперь нарежем наши чайпалки. Они у нас готовы. Промыты в горячей воде, смазанным маслом. И вот так вот мы их разделим на равные части, на 6 частей я их обычно делю. Вот такие у нас чайпалки получились. Приятного аппетита!